Добрый день, меня зовут Михаил Якушев, я участвую в проекте по созданию цифрового кодекса Кыргызской Республики. Я сотрудничаю с несколькими исследовательскими институтами, учреждениями в разных странах мира. А в прошлом я был вице-президентом корпорации ICANN, которая управляет интернетом в глобальном масштабе, и отвечал за регион Центральной Азии и Восточной Европы. Поэтому я достаточно давно взаимодействую с различными организациями, коллегами в Кыргызской Республике. Люблю, уважаю вашу страну и с удовольствием включился в работу над цифровым кодексом. Я расскажу о том, как в кодексе решаются вопросы, связанные с регулированием телекоммуникаций. Традиционно в разных странах мира принимали законы о связи. Они обычно объединяли связь и почтовую, и то, что мы называем электросвязь или телекоммуникации. Но время не стоит на месте, развиваются новые технологии, и действующий в Кыргызской Республике закон об электрической почтовой связи также достаточно сильно устарел, и работа над кодексом стала достаточно удобным основанием для того, чтобы посмотреть, что можно и нужно изменять в регулировании телекоммуникаций, какие современные тенденции в регулировании, которые существуют в других странах мира, мы могли бы применить с тем, чтобы все, что мы называем цифровой трансформацией, в кыргызском обществе, в быту жителей Кыргызской Республики было бы облегчено, поставлено в рамки закона. Это касается, как я уже говорил, и повседневной жизни граждан, так и взаимодействия с государственными органами, и, наверное, самое важное, деятельности тех организаций, которые оказывают соответствующие услуги и, собственно, взаимодействуют с людьми, взаимодействуют между собой, взаимодействуют с бизнесом, с государством и тем самым эту цифровую трансформацию обеспечивают. Подобно другим разделам цифрового кодекса, вопросы телекоммуникации рассматриваются как составная часть цифровой трансформации. То есть, иначе говоря, в цифровом кодексе нету раздела или главы, которая бы называлась, скажем, услуги связи или регулирование телекоммуникаций. Эти вопросы, они в различных частях кодекса были включены сообразно тому, какого рода аспекты регулирования телекоммуникаций, связи, ну или того, что в кыргызском языке называется байланыш, и в значительной части языков зарубежных называется именно телекоммуникации, а не электросвязь. И вот в каких разделах это наиболее уместно, там соответствующие нормы содержатся. Главное, что мы пытаемся закрепить в цифровом кодексе, это то, что все регулирование базируется на понятии цифровые данные, цифровые записи. Действительно, если внимательно посмотреть на то, в каком направлении развивается информационное право в разных странах мира, все больше и больше мы видим, что, скажем, основным атомом регулирования становится понятие «данные» или понятие «записи». То есть, когда мы осуществляем какие-то действия, мы с юридической точки зрения осуществляем определенные записи, будь то на бумаге, будь то в электронной форме. Иногда эта запись приобретает форму документа, иногда она бывает, как я уже говорил, на бумаге, иногда в информационной системе. И вот когда эти записи происходят и фиксируются в виде цифровых данных, то, собственно, с этого момента начинаются те права и обязанности, которые обычно регулируются законами. Применительно к телекоммуникациям то же самое. Регулирование осуществляется в отношении тех записей, тех данных, тех реестров данных, в которых хранится информация об операторах, хранится информация об их системах, об выданных им разрешениях на использование радиочастот и так далее. И вот этот принцип, который проведен в других разделах кодекса, он, соответственно, полностью отвечает и тому, что мы прописали применительно к связи. Второй момент – это обеспечение свободы
деятельности в сфере телекоммуникаций. Надо заметить, что в Кыргызской республике, вообще говоря, такой принцип уже был реализован, в том числе в действующем законодательстве, но немного непоследовательно. Мы решили в этом плане идти до конца, и регулированию в более мягкой, от более мягкой в более жесткой форме мы решили применить это регулирование к разным видам субъектов. Если у организации есть просто оборудование связи, скажем, какая-то радиостанция, используемая для своих внутренних целей, то это рассматривается как владелец соответствующего оборудования, соответствующей технической системой. Для использования этого оборудования не нужны никакие лицензии, если там не предоставляются услуги связи. Если такие услуги связи предоставляются, то здесь регулирование поднимается на ступеньку выше, и соответствующее лицо называется телекоммуникационный поставщик, поставщик телекоммуникационных сервисов. И, наконец, для организаций, которые обладают инфраструктурой, которые оказывают услуги связи на коммерческой основе, и которые при этом хотели бы использовать радиочастотный спектр, другие ресурсы, которые государством регулируются, то в этом случае ему требуется лицензия оператора связи или телекоммуникационного оператора. То, что я говорю, нужно воспринимать с учетом бурного развития интернета. Интернет поменял очень многое, в том числе услуги, которые мы традиционно относим к связным, в реальности по своей функциональности они оказываются самыми разными организациями, которые вообще, может быть, и не представлены в Кыргызской республике. Но вот реально, мы же друг другу звоним не сколько по междугородному или там международному телефону, а используем мессенджеры, используем такие услуги, как WhatsApp, как Facebook, как FaceTime в Apple и так дальше. Это удешевляет эти услуги. Но, соответственно, мы понимаем, что организации, которые такие услуги оказывают, они не являются лицензированными операторами связи. И, собственно, тенденция будет именно в этом направлении. Это дешевле, это удобнее, поэтому запрещать подобного рода виды деятельности просто бессмысленно. Люди, которым удобно и выгодно звонить, условно говоря, через интернет, используя мессенджеры, они будут это делать, несмотря ни на какие-то запреты. Поэтому очень правильно, что конкретно вот в Кыргызской республике такие запреты не вводятся, и, безусловно, они не будут вводиться и в связи с цифровым кодексом. Однако есть определенные обязательства страны, которые взяты в связи с заключением или присоединением ею к международным договорам. В данном случае речь идет о международной организации, которая называется Международный союз электросвязи. И его роль очень важна была, в какой-то степени остается, применительно к тому, когда мы говорим про телефонную нумерацию, про коды стран, коды городов, про то, что сколько должно быть цифр в телефонном номере, кто это решает, какие коды присваиваются Кыргызской республике, сопредельным странам, как осуществлять вот эти международные звонки. Как я уже говорил, потихоньку это все уходит в прошлое, но сама по себе нумерация остается, и она является базой для того, чтобы можно было определить, кто кому звонит по мобильному телефону, с кем устанавливается соединение, как идентифицировать владельца телефона или, собственно, этот телефон, с которого ведется связь и так дальше. Второй объект, который регулируется в соответствии с международными обязательствами, это радиочастотный спектр. Здесь речь идет о том, что Кыргызская республика имеет право регулировать все, что относится к использованию спектра на своей территории, но при этом нужно учитывать, что возможны помехи, возможны какие-то излучения со стороны сопредельных стран и наоборот. Должно быть гармонизированное использование этих частот в приграничных районах. И в этой связи полной свободы быть не может, поскольку здесь, как я уже говорил, есть международные обязательства, и они должны исполняться соответствующими государственными органами страны. Вот на основе всего этого мы и продумали, как в условиях цифровой трансформации соответствующие права и обязанности формулировать. Мы делали свою работу в тесном контакте с операторами связи, работающими в разных областях, городах Кыргызской республики.
и сделали все, чтобы убрать из действующего законодательства устаревшие нормы, которые не вызываются необходимостью, которые направлены на облегчение деятельности организации связи, ну и, соответственно, улучшению качества обслуживания абонентов. Ну, например, до настоящего времени операторы связи вынуждены получать разрешение фактически на каждую базовую станцию, то есть огромное количество бумажной работы, которую можно было бы перевести в электронную форму, то есть в цифровой формат, но, тем не менее, все равно она требует очень больших усилий со стороны оператора связи, инвестиций, которые могли бы быть вложены именно в улучшение качества услуг. Поэтому на основании зарубежного опыта, да и на основании предложений коллег из государственных органов, из операторов связи Кыргызской Республики, мы решили необходимым ввести такое понятие, как обобщенное решение. То есть вместо того, чтобы получать разрешение на каждую базовую станцию, получать обобщенные решения, которые сразу же позволяли бы предоставлять услуги в определенном регионе и, соответственно, не требовать от операторов большого количества бюрократических документов. Мы также предложили облегчить, упростить систему лицензирования в области связи. Как я уже говорил, эти лицензии мы предполагаем обязательными только для тех организаций, которые одновременно и обладают инфраструктурой, и готовы оказывать коммерческие услуги связи, и при этом нуждаются в тех ресурсах, которые предоставляет государство. Ну, вот радиоспектр и ресурс нумерации. Мы предельно конкретно сформулировали лицензионные требования с тем, чтобы избежать абсолютно ненужных дискуссий или давать какую-то дополнительную административную власть государственным органам, и в то же время с тем, чтобы операторы связи четко осознавали свои права и свои обязанности перед абонентами, перед контролирующими органами, выполняли эти лицензионные требования, и чтобы здесь, самое главное, не происходило бы какого-то неоднозначного понимания, чтобы избежать ненужных споров, ненужных дискуссий, ненужных обращений в суд и так далее и тому подобное. Такого рода предложения мы очень тщательно проговаривали, обсуждали, согласовывали, как я уже говорил, и с операторами связи, с бизнесом и с представителями государственных органов. Мы также сформулировали новые требования, новые форматы деятельности регулятора, который все больше и больше становится цифровым, и который, как я уже упоминал, значительную часть того регулирования, которое осуществляет сейчас, предполагается, что будет осуществлять в форме цифровых записей, ведения реестров. А для этого, конечно, требуется определенная перестройка работы, но она позволит также и получать быстро больше достоверной информации от операторов связи и тем самым содействовать их лучшей работе, лучшему и качественному оказанию услуг абонентам-пользователям. Предусматривается наряду с другими отраслями регулирования в Цифровом кодексе создание экспертных советов, которые бы позволяли принимать решения без того, чтобы они долгое время обсуждались в рамках регулятора, чтобы были готовы предложения со стороны специалистов, экспертов отрасли, и всячески привлекали лучшую мировую практику к тому, что в области телекоммуникации надо было бы регулировать. И, в общем, подводя итог тому, о чем я рассказал, я всем рекомендую, во-первых, ознакомиться с проектом Цифрового кодекса, посмотреть, какие разделы интересны вам, как представителю того или иного бизнеса, или органа власти, или просто потребителю, который заинтересован в тех или иных услугах. Все ли написано понятно, нет ли какой-либо возможности неоднозначного понимания. И повторюсь, что вопросы, связанные с регулированием телекоммуникаций, в Цифровом кодексе содержатся как в разделе по цифровым данным, по их обработке, по созданию цифровых записей и их реестров, также в разделах, связанных с технологическими системами, такими как телекоммуникационные сети. Далее эти вопросы регулируются в
в тех разделах, которые связаны с инфраструктурой, в том числе обеспечивающей доступ к ней со стороны операторов связи. Это имеется в виду и разного рода протяженные объекты типа дорог, типа линий электропередач, это объекты недвижимости, это многоквартирные дома, разного рода государственные сооружения, учреждения, где можно и нужно размещать оборудование. Ведь нужно понимать, что с развитием новых услуг, новых технологий базовые станции, скажем, мобильной связи, они будут более компактными, они будут потреблять меньше энергии, но их нужно будет ставить более часто, чем это есть сейчас. Поэтому вопрос установки оборудования становится все более и более актуальным. Ну и, наконец, вопросы, связанные с размещением, с оказанием телекоммуникационных услуг, сервисов, как они названы в проекте, каким образом регулировать их качество, какие требования должны быть в договорах между поставщиками сервисов и пользователями. И вот после того, как все эти разделы внимательно изучить, будет создано полное представление о том, как предлагается регулировать телекоммуникации, опять-таки, как составную часть цифровой трансформации страны. Мы очень надеемся на заинтересованное участие в обсуждении проекта и, безусловно, будем рассматривать все предложения, все экспертные мнения, оценки для того, чтобы документ в окончательной редакции был удобным, был однозначным, был эффективным, но и содействовал, так сказать, приближению цифрового будущего Кыргызской Республики. Спасибо.